Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Сильные морозы – это во все времена тяжелые испытания для животноводов и в целом для всего сельского хозяйства республики. Какова ситуация с зимовкой скота и лошадей в Якутии? Достаточно ли повсеместно кормов? Об этом мы поговорим с гостем нашей студии Николаем Петимко, руководителем департамента животноводства, племенного дела, кооперации и фермерства. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Зима в этом году выдалась особенно холодной, а с учетом того, что и кормозаготовка прошлого года проходила в сложнейших условиях, как проходит сейчас зимовка скота и лошадей? Ну, как вы уже отметили, в прошлом году кормозаготовительная кампания прошла достаточно тяжело. И если сравнить с прошлыми годами, то за последние 10 лет с одной из самой низкой обеспеченностью кормами мы вступили в зимовку. Было заготовлено 90% от плана. И, скажем так, были определенные опасения. Первая половина зимовки прошла, надо сказать, удовлетворительно. На сегодняшний день у нас в республике содержится 172 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 74 тысячи голов коров. Идет уже отел, более 3000 телят мы уже получили. Что касается лошадей, то в республике сейчас содержится 181 тысяча лошадей и в том числе 121 тысяча кобыл. И если говорить о показателях, конечно, в крупном рогатом скоте мы потеряли. Численность поголовья лошадей тоже подсократилась, но следует отметить, что поголовье кобыл, тем не менее, растет. Одним из характерных, скажем так, особенностей этой зимовки является то, что большое количество лошадей у нас вышло на подкормку. Причины в чем? Во-первых, достаточно поздние дождевые осадки у нас были в октябре в ряде улусов, если конкретно в Вилюйской группе улусов. Ну и последние холода в последние дни тоже дают о себе знать. Сейчас на подкормке у нас более 47 тысяч голов лошадей. Это практически уже четверть всего поголовья, которое у нас есть. Но вот в муниципальных районах, где наблюдается нехватка кормов, осуществляется же перевозка сена, поставка концентрированного корма. Справляются ли на сегодняшний день районы? Если говорить, продолжая чуть-чуть прошлый вопрос, у нас по итогам первой половины зимовки более 50% кормов есть. Казалось бы, немножко успокаивающая цифра, но в отдельных районах и в отдельных населенных пунктах даже есть масса вопросов. Поэтому в прошлом году Арсений Сергеевич Николаев, глава Республики Саха-Якутия, дал установку, что мы должны перезимовать только за счет внутренних кормов. Потому что в ряде соседних регионов, с которыми мы сотрудничали, есть риск завоза вместе с сеном определенных болезней, потенциальный ущерб от которых мог бы исчисляться многими миллионами. В этом году план перевозки сена составляет 37 тысяч тонн. В том числе на сегодня из них 24 тысячи тонн уже перевезено. Кроме этого, по линии акционерного общества «Якутопторг» организована централизованная поставка концентрированных кормов. В первую очередь, в рамках этой работы мы должны будем снабдить те улусы, в которых кормозаготовительная ситуация в прошлом году прошла, скажем так, в наиболее неблагоприятных условиях. На сегодня у нас 2800 тонн уже перевезено, и до конца марта эти работы должны будут полностью завершены. Я правильно вас понимаю, учитывая распоряжение главы региона Айсена Сергеевича Николаева, в 2022 году корм, сено, силос, все, что с этим связано, из соседних регионов к нам не завозилось? Нет, эта рекомендация касается только сена. А что касается комбикормов, гранулированного сена и прочих кормов, которые проходят определенную обработку, здесь риск, как говорится, отсутствует, поэтому тут завоз можно делать. Тогда давайте поговорим с вами о недавнем случае, который произошел в Татинском районе, где из-за превышения дозировки гранулированного сена как раз случился пал лошадей. Как хозяйства должны осуществлять сбалансированное кормление? Говоря о гранулированном сене, это в новинку. Я так понимаю, в 2019 году впервые государственное казенное предприятие «Якутский скот» использовало этот корм. У него есть ряд преимуществ. Он легко тарируется, он очень удобен в перевозке, и для северных и арктических улусов, для обеспечения их некоторых задач этот корм достаточно удобный. Но гранулированное сено – это концентрат.
Любой концентрат у нас при контакте с водой делает что? Расширяется. Гранулированное сено увеличится в объемах от 2 раз, в зависимости от производства. И здесь важно понимать, что даже в случае кормления крупного рогатого скота необходимо соблюдать дозировку. То есть гранулированное сено нужно давать не полнорационно, а в пределах, как мы привыкли давать комбикорм, это 20-30% от рациона, потому что скоту для поддержания микрофлоры сама вот трава нужна. Если пытаться кормить ее полностью гранулированным сеном, то не исключены нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Что касается лошадей, здесь желудочно-кишечный тракт устроен несколько по-другому, поэтому, в принципе, на подкормке я бы не рекомендовал использовать гранулированное сено, но заводчики лошадей опытные говорят, что разовая дозировка должна быть не более 400 грамм на голову. А в случае с татарским улусом как раз-таки эта дозировка была превышена в разы. Николай Николаевич, есть еще один вопрос, довольно-таки щепетильный. С 1 марта вступает в силу федеральный закон о побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, или так называемый закон о навозе. Расскажите, пожалуйста, и об этом подробнее. Да, вот в последнее время очень много вопросов поступает на эту тему и в рамках отчета правительства. На прошлой неделе мы встречались с руководителем управления Россельхознадзора по Республике Саха-Якутия и Мурской области Яной Владимировной Любченковой. Обсудили ряд вопросов. И, конечно, закон достаточно много вопросов вызывает. Все видели высказывание Ришата Нургалевича Миниханова. Но я отмечу, это заявление было сделано 6 лет назад. То есть закон обсуждается уже давно. Да, требования достаточно серьезные, но что можно сказать? По крайней мере, есть понятие, что в этом году никого штрафовать не будут. С 1 марта закон вступает в силу, но в этом году будет, скажем так, навстречу малому бизнесу нужно идти, поэтому в этом году будут проводиться подготовительные, консультационные мероприятия. Да, действительно, навоз просто так вносить в поле будет нельзя. Нужно будет его хранить на специализированной площадке не менее чем 1 год, после чего, после сдачи анализов, можно будет им, скажем так, пользоваться по назначению. Как вы считаете, почему для вступления законопроекта в силу понадобился вот такой 6-летний срок? Потому что Закон предусматривает достаточно серьезную ответственность. Все вы знаете, что для юридических лиц это до 700 тысяч, для физических лиц тоже достаточно серьезная ответственность. И здесь нужно было взвесить все за и против, и некоторые, скажем так, вопросы этого закона еще до сих пор не решены. В частности, в Республике Саха-Якутия такими полигонами сегодня обладают только крупные производственные предприятия, Якутская птицефабрика, Хатасский свинокомплекс, да, они издавна этой деятельностью занимаются. А что делать с крестьянскими хозяйствами, как и где организовывать хранение? Многие им этим занимаются. Понятно, что просто взять, внести навоз в поле, это, как говорится, сорняков больше вырастет на посевах. И, в принципе, производством перегноя, само удобрение, многие занимаются, просто эту вещь нужно будет регламентировать. Да, конечно, и за последние 10 лет много законов в сельском хозяйстве, устанавливающих требования и по молоку, по мясу, вступило в силу, просто нужно учиться с ними работать. Есть еще один вопрос, который очень волнует граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отчетность субсидий на маточное поголовье. Дайте, пожалуйста, разъяснение. Когда вступал в силу новые, так называемые, новые механизмы поддержки сельского хозяйства, этот вопрос активно обсуждался. И сейчас настало то время, когда нужно поставить все точки над «и». Все вы знаете, тут очень много мнений, как поступать, брать или не брать, но для личных подсобных хозяйств хочется отметить, нужно смотреть соглашения, которые вы подписываете. Все требования к отчетности устанавливаются на уровне муниципальных районов. Если в порядке муниципального района указано, что отчетность в виде тех же чеков и так далее должна быть предоставлена, это делать нужно. В прошлые годы, конечно, муниципальные районы пошли по разным путям. Где-то эти отчеты не требовались, где-то
принималась и отчетность декларативного характера, где-то действительно чеки собирали. Но в этом году в большинстве муниципальных районов эту отчетность нужно будет предоставить. Ну и по линии Министерства сельского хозяйства работает и несколько программ поддержки фермеров. Это и гранты для начинающих, и для семейных ферм, и для кооперативов. Расскажите, изменились ли условия проведения конкурсов? Какие регламенты установлены в этом году? Да, в этом году большим спросом ежегодно у нас пользуются два вида господдержки: агростартап и семейный фермер. Если говорить об агростартапе, в этом году предусмотрено 92 миллиона рублей. Сумма грантов зависит от проектов, это от 3 до 5 миллионов рублей. Проведение отбора планируется в апреле-мае. Ну и в прошлом году из 150 заявок было отобрано 18. То есть уровень конкуренции достаточно большой. В части агростартапов в этом году больших изменений нету, но стоит отметить, что агростартап — это часть федеральной программы. И федеральная программа многие годы ограничивала жителей фермерских хозяйств города Якутска, как столицы региона, от участия. То есть они не имели права принимать участие. И очень много было, скажем так, обращений в адрес руководства региона. В прошлом году глава Республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев поручил провести на уровне города Якутска программу, обособленную для крестьянских фермерских хозяйств, ну или для тех граждан, которые желают заняться сельским хозяйством на территории городского округа. Это у нас Хатасы, Тулагина, Табага и прочие поселения. В этом году программа еще в разработке, она называется сейчас по-рабочему, как и называю, «Сити Фермер». Она будет разработана, я думаю, к маю, и в этом году мы ее проведем. Эта несправедливость будет, скажем так, устранена. А в части семейной фермы предусмотрено 126 миллионов. Сумма гранта, как правило, в среднем около 15 миллионов рублей. Тоже достаточно высокий уровень, скажем так, конкуренции. В прошлом году из более чем 40 заявок было 13 получателей. Из тех вещей, которые изменились, если в прошлые годы по положению необходимо было создать 3 рабочих места, независимо от суммы гранта, то теперь этот индикатор формируется из расчета 1 рабочее место на 10 миллионов. И, наверное, важное объявление. Отбор по данному виду государственной поддержки будет проходить в течение 1-го квартала, то есть буквально в феврале извещение будет опубликовано, поэтому готовиться нужно уже сейчас. Ну что ж, благодарю вас, Николай Николаевич, за подробную интересную информацию и спасибо за то, что нашли время и стали гостем нашей студии. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.